Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня 16 июня. Погода у нас хмурая, облачно, но дождя нет. Есть ветер, но правда небольшой. На улице тепло, но не жарко. Погода классная. Накормила я своих утят, цыплят, козочек. И позвонила нам наша старшая сестра Саимя. Вы знаете, она живет в деревне. С утра она сходила в лес, собирала лесных ягод и пекла пирожки. Позвала нас сестра к чаю. Километров 14-15 отсюда до сестры. Поедем мы с младшей сестренкой пить чай с лесными ягодами. Хорошо, что у нас есть родственники. Скучать и болеть не дают. Мы уж не стали отказать, хотя времени нет. Ей все-таки будет 75 лет. Она намного старше нас, и хотя старше, она все-таки сходила за ягодами в лес, собирала, поставила тесто и жарила нам пирожки с ягодами. Как ей откажешь? Никак не откажем. Откажешься, будет обижаться и ругаться. А ну нам это надо? Нет, не надо. А нам только сейчас нужен позитив. Пока жива-здорова сестра, раз она нас зовет, надо ездить, пока мы все живы-здоровы. Надо общаться с родными, посидеть, поговорить, поделиться, выплакаться, радоваться вместе. И сейчас, мои любимые, хочу я вас взять всех к нашей сестре Саиме, можно назвать Соней, на пирожки. Насчет здоровья многие спрашивают, переживают. Вы, мои подписчики, за меня не переживайте, что я заболела. Да, заболела. Я надеюсь, болезнь уйдет. Многие пишут, что я из-за прививки заболела. Поэтому вот страдаю. Представьте себе, если не из-за прививки, если бы я без прививки ковидом заразилась бы, все равно мне бы было плохо. У меня поражались бы легкие, а так у меня легкие не поражены. Я прошла МРТ, все нормально. У меня воспалились в бронхи. Мы не знаем, от прививки, нет прививки. Прививку не сделаешь, тоже боимся, сделаешь, тоже боимся. Даже я не знаю, как поступить, что делать. Знает только один Всевышний. Что нам суждено увидеть, все мы увидим. Если суждено заболеть, то все равно заболеем. Здравствуйте, мои дорогие. Спасибо вам большое всем за поддержку. Вот моя сестренка Минзаля. С молодости мы называем ее Машенькой, а меня Гулей. Мы так привыкли. Она тоже приехала ко мне в Фурманове, я была уже замужем. Работала в ведомственной охране. Потом мы переехали в Астрахань, где родственники моего мужа. Она тоже вместе с нами переехала. Еще была девчонкой. Она работала там в Сбербанке. Потом встретила парня, полюбили друг друга. Шакира, он был узбеком. Он там служил. После службы он увез сестренку в Наваи. Поженились там и жили. 2 детей родили. Были счастливы, но, к великому сожалению, у зятя обнаружили онкологию, и в 40 лет его не стало. Жили, конечно, хорошо. И с тех пор она замуж больше не вышла, живет с детьми. Мы ее давно звали сюда, чтобы наша Минзаля переехала с детьми, но родственники ее мужа почему-то не захотели ее отпустить. Родственники мужа до сих пор помогают, уважают, поддерживают. Хорошие. Спасибо им. Ну что, поедем к старшей сестре кушать пирожки? Поедем с нами. Поехали в деревню. Все, мы поехали. А вы с нами. Деревня Амирова,
деревне в основном живут пожилые люди. Есть, конечно, и молодежь, но у них мужья работают на севере. Есть у нас еще колхоз имени Матросова. Даже доить коров некому. Приезжают доярки из других деревень. Их специально возит машина. Деревня красивая. Дома ухоженные. Ну, люди стараются красиво жить, несмотря на возраст. Когда-то мы по этой дороге ходили пешком. От деревни до деревни 2 километра, до школы 3 километра. Да еще ходили на тренировку. Впереди наша родная деревня, деревня Талык. Вон наш дом. Мы уже подъезжаем. Сестра нас ждет с пирожками. İster Отдыхаем, да? Отдыхаем. И sen misiniz? Halleriniz ne şekil? Sen misiniz, olmasınız? Min salat yapması iş olan. Gülem yapabilir bizim. Opa bulan Ay, şimdi. opa. Opayı ne min? Opası üretmin de. Haller neşek. Mindes opa bulan. Mindes zorlak kimden. Bilsin bile bu kadar. Unutkan beni. Min çitten beni bütün şey unutkan. Tamam bütün bunayı. Min zene bitmiyor. Minzele bu. Kaç safra okuyana min emir yazdırır dinle. Ay, Bana hazır tısmırlarını öldürer. относился они. Салават с сестрой училась в Минзале. Yılını koçkanı min kundağını seni kurganı min ki. Ona sanki bütünde. О, папа уже стол накрыла нам. Салат сделала, клубничное варенье. Еще какое варенье? Малина. На пирожки. О, вот пирожки из земляники. Сестра уже успела собирать первый урожай. Ой, вот это да. А запах какой. Ой. Темно. Угу. Красота. Первый раз. Дилек. Первый урожай. Еще не совсем поспели, да? Ну, Ну, на пирожки пойдут. На пирожки пойдет, варенье еще нет. На варенье еще нет. Нет. Вот ты много набрала. 5-литровое ведро. Вот это да. А мы еще никак. Я же дома. Мы тоже дома, но ездим туда-сюда. А Я дети в своем родном доме. в родном отчим доме. Bilmem salayım. Нет, пельмени не будем кушать. Мы только что суп поели. Eğitimiz oşamayız bilmem salam deyip. Мы проголодались. Вот, приехали домой после системы. Нам очень захотелось кушать. Как раз мы кушали. Спасибо, папа. Пельмени не будем, мы будем пирожки. Как раз диабетику и пирожки, и варенье. Жилек evettiler. Самое главное, втроем будем чай пить. Да, мы будем втроем чай пить. Сахарга evettiler. Втроем будем чай пить. Самое главное, нам это надо. Вот мы у сестры втроем пьем вкусный чай с пирожками. Между нами наша младшая сестренка. Она выше на голову меня. Выше нас. Да, выше нас. Самая маленькая я. Старшая сестра у меня еще чуть-чуть выше меня. Но она тоже сейчас немножко уже вниз пойдет. Вниз растешь, апа? Вниз расту. Уже вниз. Да, стареем. Подписчики мои иногда спрашивали, хотим вас троих видеть. Ну вот вы посмотрите, мы троем.
3 сестрички. Сидим, чай пьем, очень вкусные пирожки. Я уже не удержалась, несколько штук съела, хотя у меня диабет. А мне так приятно с вами сидеть. Я даже свои болезни забыла. Ну, волосы у меня растут, слава богу. Да. Мне с вами хорошо. Лишь бы здоровье было. Да. Мы съездили к старшей сестре на пирожки. Пирожки были очень вкусные, но все равно, я думаю, пока ягоды собирать рановато. Но на пирожки пойдут, а на варенье сушить пока не совсем спелые. Спасибо сестре, что нас угостила пирожками нового урожая. Посидели, поговорили, очень было интересно, весело, вспоминали родителей, детство, как мы жили, как нас родители воспитывали, как мы помогали родителям, какими мы были дружными. Время быстро прошло, и поэтому я даже прощание не смогла снимать, потому что было уже на улице темно. Но мы еще не раз съездим. Планируем через 2-3 дня съездить еще раз. Собирали козам, утятам, цыплятам травы, накормила их. Они тоже были очень довольными. Сейчас на улице идет немножко дождь. Мы с сестренкой затопили баню. А Кирюшу у нас забрали в деревню в гости. Другие родственники. Как хорошо и приятно встреча родственников родной крови. Но на этом я свой маленький влог заканчиваю. Всем желаю здоровья. Хочу сказать всем большое спасибо за вашу поддержку, за ваше понимание, за ваши утешения. Семейного благополучия вам. Много радостных дней, успехов. Всем пока-пока. До следующих встреч.